Далее в эфире новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Республиканское ипотечное агентство продолжит комплексное развитие территорий в Якутске. Глава республики подвел предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности. Отделить Боинги от кукурузников отправилась наша съемочная группа в Верхоянский район. Расскажем о работе малой авиации. На страже сохранения родного языка Ассоциация юкагиров совершила экспедицию в Нижнеколымский район. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Республиканского ипотечного агентства рассмотрел глава Якутии. Айсен Николаев отметил, что предприятие активно развивается, выполняет ряд важных программ, включая комплексное развитие территорий, а также занимается вопросами, связанными с домостроением. Он также подчеркнул важность ускорения работ по программе ликвидации аварийного жилья и подготовки территорий в микрорайоне Спортивный города Якутска под застройку заинтересованными инвесторами. В Мегино-Кангаласском районе завершился отчет правительства перед населением. В течение 4 дней рабочие группы под руководством министра экономики Якутии Петра Попова представили отчеты более 2000 жителей 31 населенного пункта района. Местные получили возможность задать свои вопросы и высказать предложения представителям исполнительной власти. Текущих вопросов у населения было много. Прозвучали и насущные проблемы в сфере сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, социальной инфраструктуры и газификации. В целом жители отмечают положительные изменения в дорожной инфраструктуре, в строительстве жилых домов и многом другом. Обратив внимание на наиболее важные и значимые вопросы социально-экономического развития республики в текущем году. Жителей интересуют вопросы строительства социальных объектов, ремонта автомобильных дорог, развития сельского хозяйства, а также государственной поддержки граждан, условий проживания в сельской местности, в том числе газификации и транспортной доступности населенных пунктов. На все поступившие вопросы были даны подробные ответы. Также нами были проведены личные приемы граждан. Отмечу, что все обращения включены в протокол, взяты на контроль и будут переданы ответственным ведомствам для дальнейшей работы. В Усть-Алданском Улусе также завершился отчет правительства. За 4 дня в составе 3 рабочих подгрупп посетили 25 населенных пунктов. Местные жители задавали свои вопросы по развитию инфраструктуры, в частности по газификации, подключению к центральной отопительной системе, ремонту межпоселковых дорог и строительству социальных объектов. Также много вопросов поступило и о сфере сельского хозяйства, мерах поддержки подсобным и организованным хозяйствам. Поэтому мы надеемся, что такие вот вопросы, которые людей волнуют, со стороны общественности, жителей тоже продвигается, и муниципальное образование тоже поддерживает, и поэтому в дальнейшем правительство республики, безусловно, будет, как и всегда, обращать особое внимание развитию инфраструктуры, именно и развития инфраструктуры для сел нашей республики. До недавнего времени этот микрорайон в Сунтарах был старым и неперспективным, и сегодня появился целый городок с многоэтажными домами и детскими площадками. В рамках нацпроекта переселения граждан из ветхого жилья в 2 подъезда многоквартирного дома, это 48 квартир, заселились жильцы. Квартиры все просторные, светлые, с отдельными санузлами, по всему периметру постелен теплый пол. Мы очень рады, что этот проект работает не только вот в районных центрах, но я знаю, что и в населенных центрах, на слегах Сунтарского района строится и возводится, и вводится в строй новое жилье. Надеемся, что в будущем мы дальше будем активно участвовать в реализации этой программы. Нынешняя зима выдалась необычайно теплой. Уже сегодня говорят о том, что в этом году сезонные дороги могут закрыть раньше обычного. В периоды, когда перевозить грузы по автозимникам невозможно, обязанность на снабжение арктических районов полностью переходит на малую авиацию. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Батага – это один из тех арктических населенных пунктов, попасть в который возможно только по воздуху, а конкретно рейсами полярные авиалинии. И учитывая, что летают они 5 раз в неделю, а это, между прочим, одно из самых популярных направлений полярников, так вот, учитывая, что летают они 5 раз в неделю, всегда загружены и пассажирами, и багажом, можно сказать, что вот такие вот небольшие воздушные судна и являются связью
связью между далекой Арктикой и Большой Землей. А еще именно в Батагае когда-то началась история компании «Полярные авиалинии». И именно здесь на сегодня расположен самый крупный аэропорт в арктической зоне Якутии. На базе у меня 3 вертолета, вот, пожалуйста, которые обеспечивают полеты в 5 районах. Это Ивена-Батентай, Верхоянский район, Устьянский. Полеты бывают Алайсковский, Абыйские районы. Также мы выполняем социально значимые рейсы. Это и санавиация, и тушение лесных пожаров, и аварийно-спасательные работы. Иван Заборовский отмечает, порой летать приходится и по 3, и по 4 раза в день. Часто услугами местного аэропорта пользуются жители соседних населенных пунктов и даже районов. Летать для них такое же обычное дело, что и пользоваться такси. Например, пилот знаменитого Ан-24 Максим Мукминов так и пришел в авиацию. Я родом из Батагая, где мы сейчас и находимся. И 9 месяцев в году сообщение со столицей нашей республики ведется только воздушным транспортом. Ну и, соответственно, я с детства очень часто летал на самолетах. Так и у меня появилось желание стать частью этой профессии. Как сообщают представители авиакомпании, с каждым годом они наблюдают повышение транспортной подвижности местного населения. Иными словами, все больше и больше людей обращаются за услугами авиаперевозок. Все благодаря республиканскому субсидированию перелетов. Если, допустим, в ковидный период у нас пассажиропоток был где-то около 125 тысяч пассажиров в год, то уже в прошлом году, в 2024 году, услугами авиакомпании воспользовались более 150 тысяч человек. Из них более 21 тысячи человек воспользовались услугами субсидированных авиаперевозок. Благодаря этой программе сэкономить на билете удается в 2 раза. Стоимость субсидированного перелета составляет порядка 9 тысяч. Сегодня полярники являются самой крупной авиакомпанией региона, обеспечивающей круглогодичное сообщение арктических районов и столицы республики. Работают они с 1997 года, но до сих пор не перестают развиваться и стремиться к новым высотам. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. На страже сохранения родного языка Ассоциация юкагиров проводит большую работу по популяризации культуры коренных малочисленных народов республики. На круглом столе ассоциация поделилась результатами деятельности за прошедший год. Один из успешно реализующихся проектов – хранители древнего амулета Ару. Представители ассоциации совершили экспедицию в Нижнеколымский район, где записали уникальный видеоматериал с живой речью носителей языков юкагиров, чукчей, венов и эвенков. Юкагирский язык очень сложный, один из самых древнейших в Сибири, уникальных. И осложняется вот вся работа по его сохранению тем, что на самом деле 2 юкагирских языка. Это язык тундренных юкагиров и язык лесных юкагиров. И поэтому вот нам как бы приходится двойные усилия предпринимать для того, чтобы этот язык сохранять. В Амге прошло 2-дневное обучение для глав муниципалитетов и руководителей организаций по реализации стратегических указов главы республики. Мероприятие организовала Высшая школа инновационного менеджмента. Участники сосредоточились на создании портфелей проектов, направленных на устойчивое развитие района, улучшение качества жизни и повышение эффективности работы местных властей. В завершении обучения они защитили свои проекты и представили предложения для дальнейшего выполнения стратегических инициатив главы республики. В Верхневилюйском улусе провели квест-игру среди молодых специалистов разных предприятий и организаций в честь 127-летия Исидора Барахова, а также ко Дню родного языка и письменности. Командные игры поделили на 4 этапа. Участники и организаторы поделились своими впечатлениями и дальнейшими планами на предстоящий год. К тому же в этом этапе специалисты по молодежной политике готовятся к участию в республиканском конкурсе «Мусустар». В общем, приняли участие 14 команд по 5 человек. Победителей участников наградили дипломами и памятными подарками. Это мероприятие проводится в этом году первый раз. Я тоже участвую первый раз. Из 5 человек молодежи. Я из аргетского наслега, нас 2. До Александры летом я работала в молодежной политике специалистом, ведущим специалистом. Сейчас на данном этапе мы готовимся к участию на республиканском конкурсе «Мусустар». И мы из аргетского наслега участвуем в отделе туризма.
В Горном районе педагоги детского сада Сардана представили необычный проект, объединивший поэзию и рукоделие. С помощью новой технологии валяния они создали яркие панно, оживив стихотворение из книги «Кырага Суруга» народного поэта Семена Данилова. Созданные панно стали ярким и наглядным пособием для воспитанников детского сада. Главная цель проекта – развитие речи и мелкой моторики у детей, а также приобщение их к якутской литературе и искусству. В нашей сегодняшней представленной работе мы использовали шерсть, валяние из шерсти, использовали два вида техники – мокрое и сухое валяние. На Ленских столбах активно идет подготовка к новому зимнему туристическому сезону. В этом году станет возможно насладиться новой обустроенной экологической тропой протяженностью в 2600 метров. На пути к вершине их ждут 9 площадок для отдыха, каждая из которых предлагает уникальный вид на окружающий пейзаж. Как и в прошлом году, там соорудят ледовый каток, установят ледовые снежные скульптуры, а также обновят подсветку скал, которая станет более продолжительной и разнообразной по цвету. Впервые будет проложена автотропа, ведущая к скале академика Никиты Соломонова. И новой фишкой этого зимнего сезона у нас появилась автотропа протяженностью 5-6 километров прямо у подножия Ленских столбов. Вы там можете прокатиться на своем личном автотранспорте и раскрыть для себя новую панораму с новой стороны наших прекрасных Ленских столбов. Сегодня юбилей отмечает газета «Джулурган». Редакция «Джулургана» вот уже четверть века освещает спортивную жизнь республики, публикуя различные статьи, интервью, аналитику и другие материалы. Примечательно, что в этот же день чествовали редактора газеты Петра Павлова, которому исполнилось 60 лет. Его труд напрямую связан с успехом издания. Работы журналиста за длительную творческую карьеру были представлены в рамках специальной выставки. В день двойного юбилея Петру Семеновичу присвоили звание заслуженного журналиста Республики Саха. Галина Алексеевна меня пригласила в республиканской газете. Я тогда работал в Улусе корреспондентом, и меня назначили редактором отдела спорта. Это было в 2000 году. И с января выходит газета в 4 полосах приложение. Это приложение газете, можно сказать. Вот выходило 2000-й. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.